большие гастроли, Азербайджан точно уже будут гарантированы, друзья мои. Хотя легко сказать 24, пожалуйста. Один из раз, спасибо за чудесное выступление на этом прекрасном конкурсе. Скажите, пожалуйста, вот вас поздравили с первой международной победой, вершиной. Вы ощущаете себя человеком, который нашел свое призвание, и какую вершину вы хотите подарить следующей? Ну, на самом деле, да, я чувствую, что я нашла себя, потому что, когда впервые, будучи еще маленькой девушкой, попробовала выйти на сцену и почувствовала, что такое петь, что такое чувствовать зал, когда тебе аплодируют, когда тебя поддерживают, за тебя болеют, это, конечно, непередаваемое ощущение, и для себя я поняла, что я хочу это чувствовать всегда, я хочу всегда петь, развиваться, работать, и вот не терять это свое любимое дело. По дальнейшим планам очень сложно ставить какие-то цели, потому что я не думала, что я в принципе до Евровидения когда-то доеду. Но так получилось, и это здорово, что у меня появилась такая возможность посмотреть, что такое Евровидение изнутри, пережить вот это. И в дальнейшем, я думаю, ближайшие планы — это создание все-таки альбома, поскольку тут времени практически не было этим заняться. Будем делать концерты, будем работать, дальше как пойдет. Спасибо. Наталья Ламбоцкая, пожалуйста. Здравствуйте. Очень подробно план можете рассказать? Планируете ли в ближайшее время где-то концерты? В Москве у вас выступали перед своим кумиром, да, на прощальном. Вот немножко про этот концерт расскажите. И все-таки какие ближайшие планы более конкретно. Где, возможно, будет видеть на сцене, или, может быть, планируется запись клипа какого-то? Ну, начнем, значит, с концерта, который прошел, наверное, да? Для тех, кто еще не в курсе, после финала Евровидения на следующий же день я прилетела в Москву и приехала в Крокус Сити Холл, где выступал один из моих самых любимых артистов американских, это Джош Гробан. Это был его первый концерт в России, и поэтому для меня была огромная честь, что менеджер, который приглашал этого артиста, предложил мне открыть его концерт. Я просто в огромном восторге вообще от знакомства с этим человеком, потому что у нас была возможность встретиться до самого концерта, пообщаться, обменяться дисками, автографами. И даже он сказал, что смотрел Евровидение, то есть он уже в этот момент был в России, когда шел финал, и ему понравилось выступление, что мне тоже очень, конечно, польстило. Абсолютно открытый, замечательный человек. Концерт получился просто великолепный, на мой взгляд, потому что я после своего выступления села в зал и наблюдала за всем происходящим. Я получила огромное количество положительных эмоций, несмотря на то, что приехала с финала и была немного уставшей. Но вот заряд этих эмоций, которые он подарил со сцены, они как-то меня очень сильно поддержали. По поводу дальнейших, ближайших планов концертов, пока, конечно, выдадут небольшой отпуск, но он будет не таким долгим, я думаю. Слишком долго я уже без этого не смогу. И в ближайшее время, по-моему, в июне у меня начнутся мероприятия. Это пока еще не сольные концерты, поскольку у нас нет готовой программы из авторских песен, которые можно будет представлять. Но, тем не менее, будут различные открытия каких-либо торговых центров,